замечательное утро, пусть даже немного и прохладное. Мы прибыли сюда, в образовательный центр БГПУ имени Акмулы, в деревню Салихово, чтобы совершить долгожданную закладку фруктового сада, а также заложить университетскую аллею факультетов. Как видите, пока здесь целина, но уже рядышком наполняется пруд, уже проектируется стадион на площадке, далее закладывается основа для фермерского хозяйства. Символом сегодняшнего мероприятия будут яблоки, и поэтому мы сейчас хотели бы сюда вынести корзину яблок, угостить наших гостей, вас, дорогие студенты. Может быть, когда-то, действительно, как говорил Раиль Мирвач, лет через 5, через 6 мы придем сюда и будем собирать уже наши яблоки, которые мы сегодня с вами посадим. Волновался, как на свидание шел. Дорогие друзья, мы сейчас направляемся. Да, я на каблуках, да, я не соответствую, но это не важно, потому что мы сейчас бежим для того, чтобы взять интервью у тех студентов, у тех людей, которые сейчас занимаются как раз-таки высадкой и закладкой фруктового сада. Руслан Рафаэльевич, я смотрю, вы подготовились, да? Вот вы взяли с собой зеленые, прекрасные резиновые сапоги. Что вы можете сказать? Вы уже сломали лопату. Видели, да? Имущество университета уже сломано. Что вы скажете? В свое оправдание? Да. Я старался. И сажать, но не ломать. Итак, мы идем сейчас к Максиму Владимировичу. Что вы делаете? Копаем. Могу, говорит, копать, могу не копать. И как вам копается? Замечательно. Действительно, знаете, очень приятно видеть наших прекраснейших... Да, за такой работой. Вот, Венера Абдульманович, мы знаем, что вы сюда пришли не просто так. Что вы делаете? Сажаем яблоню. А скажите, пожалуйста, какого цвета яблоки будут от вашей яблони? Белые наливные будут от этой яблони. Да, потому что белый налив же сажаешь. Вот так. Вот оно. Конечно, не будут другими. Только белый налив. Ну и, конечно же, Раиль Мирваевич. Можно задать вам вопрос? Задайте мне вопрос. Откуда вы приехали? То есть, откуда я приехал? Сегодня. Сегодня я приехал из своей деревни, из своего родового участка, там, где я родился и вырос. А у вас там есть яблоки? На той неделе я посадил 24 яблони, росло 30, еще 24, 2 груши, 8 кустов сливы и 12 кустов вишни, 2 облепихи. Там тоже фруктовый сад заложил. Вот так вот, дорогие друзья. Нам нужно к этому стремиться, уважаемые студенты. Раиль Мирвач своим примером показал, какой фруктовый сад должен быть у нас здесь, в этом образовательном центре. Спасибо большое. Уважаемые студенты, преподаватели Башкирского государственного педагогического университета, наш молодежный совет, в частности Артур Зигальшин, решил, что если меня посадить, я еще больше вырасту. Я даже не знаю, вырасту я или нет, но я уже, да, меня уже закапывают. Я надеюсь, ты меня... Надо утрамбовывать. Меня уже утрамбовывают. Сейчас сделаем имитацию, что я расту, Артур. Пусть твоя мечта сбудется. Раз, два, три. Та-ра-та-та-та. Лия Рафаэлевна, зачем вы рвете листочки на посаженных деревьях?
Сейчас у растений пока корневая система поврежденная же была с пересадкой, и растение всю силу будет отдавать листьям. Если мы сейчас их уберем, оно крепче будет и в зиму войдет лучше. А по весне вот у нее почечки есть. Поэтому мы им облегчаем зимовку. Я утепляю наши саженцы на зиму и готовлю, чтобы они все приросли. Значит, это называется компост или, значит, перегнивший навоз по-народному. Вы видите, как идет пар. Идет реакция экзотермическая с выделением тепла. Мы пользуемся этим теплом. А вот теперь я, значит, присыпаю вот так вот. И, значит, тот кустик, который вот здесь вот у нас посажен, он будет одет тепло на зиму. Поэтому, значит, вот видите, мы сейчас сопли распускаем, а он и будет распускать. Он будет расти. Дамы и господа, леди и джентльмены, что вы скажете? Мы вам не мешаем здесь? Видите, они, я думаю, что рады, что мы сюда приехали. Даже так, да, они пригласили меня к себе на тусовку. Вот, я надеюсь, что сегодня я успею и не опоздаю к автобусу, когда мы поедем в университет. Вот. Ну, а я пошла. Девушки, здравствуйте. Что у нас сегодня на обед? Нас сегодня назначили дежурными, и мы будем готовить суп, кашу и чай. Super trooper, lights are gonna find me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's you. Все это легко и просто дается, но у нас, вот, у людей повзрослее, ощущение такое, что мы закладываем какую-то очень хорошую традицию. Вот лично я, наверное, буду приезжать сюда смотреть, взошли ли мои яблоньки или не взошли, потому что переживаешь. Наверное, вы тоже это будете делать. Конечно. Спасибо, ребята. Не заболевайте. Приятного аппетита.